Самат Хаштубекович, у вас есть вопрос? Да, есть вопрос. Пожалуйста. Игорь Геннадьевич, а скажите, вы посмотрели уголовное законодательство других стран, предусматривающее право апелляционного обжалования лицами, не являющимися участниками процесса? В данном случае я не считаю, что это было обязательно. Самат Хаштубекович, микрофон поближе поверните. Я всех предупреждаю, что ведется стенограмма. Зачем мне изучать именно по данному вопросу законодательство других стран? Мы сейчас здесь работаем по законодательству Кыргызской Республики. Можно, да, второй вопрос? А вы неоднократно отметили, что на действие председателя Московского районного суда, да, а вы обратились, да, в дисциплинарной комиссии на действие? Я обязательно обращусь после того, как вопрос по Сакимбаевой. Вот я, например, предвосхищая вопросы и со стороны по поводу прокуратуры органов, у меня там целая стопка обращений в связи с этим есть и в Генеральную прокуратуру и так далее. Мне всегда отвечают, что пока не будет решен вопрос судебного порядка, как раз дело уже направлено в суд в отношении Сакимбаева, то пока эти вопросы не решат, мы ничего рассматривать как бы не будем. И так, прокуратура так отвечает. И я в Совет судей пока не обращался, но, конечно, я обращусь обязательно, потому что в данном случае председатель Московского районного суда, он нарушил прямо. Он не имел права единолично возвращать жалобу. Он должен был отправить, и это должен был решать только апелляционный суд в составе коллегии. Потому что там норма стоит. Суд это решает апелляционный институт. Даже по вопросам о том, что обратился ненадлежащее лицо. Поэтому он не должен был этого делать. Но он это сделал. Спасибо, больше И вопросов. он дал ответ именно тогда, когда срок закончился, чтобы я вообще это не имел. Вот тогда он дал ответ. Да, спасибо, больше вопросов нет. Уважаемые судьи, есть вопрос? Подождите. Подождите. Крамиль Назирович, есть у вас вопрос? Есть вопрос? У меня есть к вам вопрос. Вот когда представитель Джоур Кенеша задал вам вопрос относительно, изучали ли вы практику других стран, вот что он имел в виду. Вообще соглашение со следствием, ну, разные формы есть. Признание вины в том числе. В мире, так скажем, то, что уже имеет место быть во многих развитых странах с точки зрения и демократических ценностей, и с точки зрения принципов правового государства. Так вот, когда эти соглашения заключаются, они во всех странах по-разному называются, это предполагает на самом деле выделение в отношении этого человека дела для того, чтобы разрешить его судьбу, его виновность до того, как он выступит уже в качестве свидетеля по тому делу. И интересы правосудия в данном случае заключаются именно в значении позиции, показаний этого человека, в отношении которого, тоже который в какой-то мере принимал соучастие там в основном каком-то деянии, не будем еще пока называть преступление, но для того, чтобы, так сказать, использовать в правильном смысле, да, в правильном смысле, вот, показания этого человека, его выделяется это. И вот с этой точки зрения, как вы рассматриваете, вот вы говорите в своем выступлении, что незаконно произошло выделение, и вот как вы на эти обстоятельства вообще смотрите? Да, что когда суть всего этого, да, оно заключается именно в этом, чтобы изменить его статус в качестве, и изменить его статус уже по основному, так скажем, да?
делу? Ну, я отвечу на этот вопрос. Представитель президента тоже в своем возражении указал, что выделили, потому что он заключил соглашение о признании вины. Ну, во-первых, как я уже отметил, выделение было до того, как он заключил соглашение о признании вины. До того. То есть соглашение о признании вины было заключено 3 мая, а выделил он еще 22 апреля. Хорошо. Это раз. В чем принципиальная разница, с вашей точки зрения, вот этого действия? То есть какое последствие оно повлекло за собой? Ну, я отвечу. Это хорошо, что вот такой вопрос, в принципе, задали представитель Джугурку, конечно, но этот вопрос я бы адресовал вам. Почему вы... Вот, кстати, насчет выделения дела, если заключили соглашение о признании вины. Вопрос о выделении вины регулируется статьей 142, по-моему, 142 УПК. Когда можно выделять дело в отдельное производство, материалы дела. Там есть четкий перечень, исчерпывающий перечень, между прочим, когда можно выделять дело. И там нету такого основания, что если человек заключил соглашение о признании вины, то это надо выделять. Я считаю, что это как бы недостаток, этот вопрос надо было, потому что я понимаю, что если норма состоит в том, что если человек заключил соглашение о признании вины, то потом уже, так сказать, исследование доказательств не проходит, а сразу вносится приговор без исследования материалов дела. Но, а как быть в том случае, когда, например, по делу проходит несколько соучастников, да? Одного и того же преступления, допустим, одного и того же преступления. Здесь не одно и то же преступление, но они очень тесно связаны. Но на практике этот вопрос решается, между прочим, по-разному. Одни выделяют дело, когда вот из нескольких соучастников один заключил соглашение о признании вины. Одни на практике выделяют дело в отдельное производство, другие не выделяют. И этот вопрос, я бы, с одной стороны, хотел бы это, расширить требования, но я не стал этого делать, чтобы не затягивать. Я это буду делать в отдельном, наверное, отдельно буду обращаться, что этот вопрос надо решать. Да, и я замечу и для вас, и для всех участников сегодняшнего заседания, что статья, регулирующая порядок выделения материалов уголовного дела, оно не является прямым предметом сегодняшнего заседания. Да, не является. Поэтому я говорю, что этот вопрос я поставлю в отдельном производстве. Но сейчас, вот отвечая на этот вопрос, вы же мне вопрос задали, я отвечаю, что в УПК есть норма, что делать только то, что предписано, что указано в этом. Следователь должен делать только то, что это предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом. А вот выделение, так сказать, в отдельное производство в отношении лиц, которые заключили соглашение, в отдельное производство, когда соучастники, вот у меня по другому делу есть точно такое. 3 человека обвиняются в совершении одного и того же преступления. Один признал вину, его взяли, выделили и приговор вынесли. А те двое еще на стадии рассмотрения. А как они должны? Они вину не признают, им предъявили, что они, так сказать, в сговоре между собой совершили это преступление. И один признал вину. Как его можно отдельно рассматривать? А как насчет остальных, которые не признают вину? Их, получается, уже фактически предрешен вопрос о виновности. То есть вот такие вещи. И здесь в данном случае то же самое. Этой нормы нету. Потом я говорю о том, что не только из-за того, что неправильно выделили, да,
это нам не сообщили. Здесь речь идет об укрытии преступления. Если человек признает свою вину, вымогательство взятки, он уже вместе с адвокатом признал вину, уже дал соответствующие показания, а потом что-то меняется, раз и вымогательства нету. Причем без вынесения процессуального решения даже, чтобы его потом можно было обжаловать. Нету этого. Просто укрывается преступление тяжкое путем непредъявления обвинения окончательного. По ходу сразу ответьте на вопрос. Что, я бы сказал так, излишнего было предъявлено вашей подзащитной, да? Вашей подзащитной. Ну, у нее еще там два эпизода есть, которые не связаны с Узбековым. Это Нет, этот мы сейчас вопрос только не рассматриваем. в рамках вот этого. Именно по вот этому, в этой части. Я считаю, что вопрос излишне, не то, что излишне предъявлено, а этот вопрос, ей можно, как бы, органы имеют право предъявить и посредничество, и так далее, но в этом преступлении, вот как дача получения взятки, да, то есть речь идет об одной и той же взятке, значит, взяткодатель, посредник есть и взяткополучатель. Ихние вопросы об ответственности надо решать одновременно. Почему одновременно? Потому что они непосредственно связаны между собой. И, например, кто инициатор взятки? Узбеков, Сакимбаева или взяткодатель? Если инициатор, так сказать, инициатор взятки взяткодатель, тогда здесь стоит вопрос о провокации взятки. Тоже может быть. Тут масса вопросов. Например, моя доверительница, она вину свою не признает, в том числе вот это по посредничеству, потому что она была подруга этого взяткодателя, и вот эта подруга ее подставила просто. Но это там вопросы уже, которые надо решать в самом уголовном деле, не здесь. Вот. Но эти вопросы как можно отдельно? Вот, да, допрашивали и Узбекова по делу Сакимбаева, в суде допрашивали. Не, вы скажите, что изменит, скажем, да, вот, скажем, что вы хотите изменить, ну, кроме того, что вы сказали, да, получение взятки, вымогательство взятки, да, что еще, в общем-то, вас интересует в том уголовном деле, по которому уже состоялся судебный приговор? Понимаете, тут важно, чтобы это все вопросы решали одновременно, вот этих трех лиц одновременно. Нет, давайте абстрагируемся, что одновременно решить нельзя, невозможно. Вот давайте исходить из этого. Исходить из этого, что вас интересует конкретно в том уголовном деле, по которому уже судебный приговор состоялся. Меня все там интересует. Нет, Все. что вы конкретно хотите изменить вот в данном случае? Мы хотим, чтобы приговор был отменен, и направили на новое рассмотрение, и чтобы с какой целью обеспечить одновременно рассмотрение их. Потому что Сакимбаева, она вот именно по эпизоду, вот это, и то, что предъявили посредничество, она вину свою не признает, и мы хотим именно по этому эпизоду, чтобы получить оправдание. А оправдание как мы можем получить, если уже приговором Узбекова фактически предрешено, что она является посредником? Она не была посредником, она не передавала эти деньги. А кто передавал? Сама это взяткодатель передала, она положила в карман. А она это там рядом стояла просто, Сакимбаева. И то она не знала, что произойдет передача взятки. Она не знала об этом. Но вот эти вопросы как решить, как можно обоснованно его рассмотреть? Ясно. Все. Хорошо. Да, пожалуйста. Вот вы говорите по поводу сокрытия преступления, да? Да. Вы понимаете цель вообще соглашения о признании вины? В каких случаях и на каких условиях соглашение подписываются о признании вины?
Если бы соглашение о признании вины было по вымогательству взятки, у меня вопросов бы не было. Но дело в том, что соглашение о признании вины они сделали только по получению взятки. А ведь вымогательство взятки и получение взятки – это два разных статьи, которые на практике Понятно? одновременно предъявляются. Понятно. Можно одновременно Ну, суть предъявить. соглашения о признании вины в чем? На каких условиях вообще соглашение о признании вины заключается? Он признал свою вину, Да, облегчил работу следствию. да. Ну, двухсторонние какие-то должны быть условия же, правильно? же? Не, ну правильно, я Да. согласен, да, там, значит, и прокурор должен подписать, быть согласен, и это утверждается следственным судьей, это все понятно. Но это сделали без учета мнения другого обвиняемого, в данном случае Сакимбаевой. А Вы это считаете, что её- при заключении соглашения должно было быть соглашение, что да, я согласен, что пусть они заключают соглашение, то есть третья сторона тоже должна Нет, заключить, человек имеет дать право согласие? заключить соглашение о признании, это его право. Так. Да, он имеет право. Но мнение же, с другой стороны, тоже надо учитывать, потому что вот статья 142 выделять, например, можно только если выделение не отразится на правах и интересах других лиц, участников по делу. А в данном случае Сакимбаева, она участник по делу, потому что ее даже задержали еще до выделения. В рамках дела Узбекова она была задержана. Поэтому она фактически она участник процесса. А ее искусственно вывели в результате разделения дела. Ваша позиция понятна. Мгм, присаживайтесь.